Здравствуйте, дорогие друзья! Мы благодарим нашу группу и всех, кто помог и продолжает помогать нашей шоколадке. Как только девочке стало полегче, мы отвезли ее на операцию. Нашу Шоко простерилизовали. Дело в том, что врачи предполагали, что у нее пиометры. И медлить, конечно, в данном случае было нельзя, так как она в любой момент может перерасти в злокачественную опухоль. Сейчас ее простерилизовали, все удалили и отправили ткани на анализ, на гистологию. Результата анализа пока нет, но мы надеемся, что на этом все злоключения нашей девочки закончились. Нашей девочке, конечно, очень досталось. Но мы надеемся, что все самое страшное теперь позади. Мы ее стабилизировали, сейчас наблюдаем, но не теряем бдительности. И очень надеемся, что в ближайшее время мы сможем вывести ее все-таки в Москву. Сейчас она пока на передержке в Якутске, на очень хорошей и заботливой передержке. И ее состояние здоровья улучшается с каждым днем благодаря заботе. Друзья, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам в соцсетях. Ваша помощь очень нужна якутским хвостикам. Без вас мы не справимся. Сегодня мы вам расскажем о 3 спасенных нашей группой хвостиках, которые 14 февраля прилетели в Москву. Дамба, наш ушастый красавчик. Ему очень повезло, он просто родился под счастливой звездой. В тот момент, когда отлов привел его в ППЖ, там как раз была наша волонтер и собирала других хвостиков. Она его сфотографировала и прислала фотографию нам. После недолгого обсуждения группой было принято решение забирать этого милого ушастого собакина. Потому что понимали, что ни малейшего шанса выжить у него нет. И никто из участников группы не смог устоять перед его ушами. Уши у него просто зачетные. В общий вольер он даже не попал, он сразу же поехал на передержку. У Лауры, скорее всего, был любимый хозяин, которому она почему-то оказалась не нужна. Лаура была словно призрак. Мы не раз видели, как она выглядывает из будочки на разных видео, и никогда не видели ее ходящей в вольере. Поэтому очень долго не могли понять, как она выглядит, насколько она большая или маленькая. Девочка примерно около 2-3 лет. Рост у нее 54 сантиметра. Вес 18 килограмм. Девочка спокойная, не стерильная. Какой стресс она испытала, оказавшись среди голодных и злых собратьев, нам остается только догадываться. Она словно тень мелькала в видео, которые снимали волонтеры. На передержке Дамба получал лечение, так как был уже простужен и кашлял. Он очень подвижный и активный мальчик. Самая подвижная часть тела у него – это хвост, которым он постоянно виляет и разбивает его в кровь. На передержке он тоже пробыл совсем недолго, даже месяца он там не просидел. И 14 февраля он уже прилетел в Москву. 3-я собачуля – это Лашми. От нее отказались хозяева, и мы ее забрали, пока девочка не оказалась в ППЖ. Лашми поехала под опеку команды помощи лабрадорам, и там уже волонтеры будут подбирать ей семью. Мы только помогали Лашми улететь из этого города. Вот такие красивые, блестючие. Вот такие вот. Носик у нас вот такой красивый, да? Из-за нехватки солнца пигментации не хватает, скажи, у нас, да? У собак светлого окраса. Носики розовые становятся. Да, мои хорошие, такой хорошие. Вот наши красоточки. Вот наши девоньки. Лашми. Лашми. Передержки у нас небольшие, можно сказать, домашние. И в Якутске, и в Москве каждому питомцу индивидуальный подход. Истощенные хвостики, приехав после ППЖ, откармливаются и едят по 4 раза в день небольшими порциями. Хочется отметить, что такого количества истощенных собак в прошлые годы мы не наблюдали. Складывается впечатление, что сейчас в ППЖ их совсем не кормят.
Дамбо уехал на передержку. Там от него все в восторге. Он очень ласковый. Он со всеми сразу подружился. Он очень человекоориентированный. По возрасту он совсем молоденький, возможно, что даже до года. Потихонечку мы его будем готовить к пристройству. Сначала кастрируем и потом уже начнем пиарить. Да, голодный, конечно, сразу кушать. Голод. Ну, все хорошо, все, доехали. Шейники я одели, все. Так что вот. Наверное. Сейчас она в туалет сходит. Да. Давай, Моля, как вы снимаете маленькими кусочками? Ой, чуть не упал, очень скользко. Вот сколько снега у нас. Так, активный ребенок, послушный. Ну, относительно пока, не знаю, боюсь сглазить. Вот, очень скользко. Вот, маленькими шажочками идем, да? Ура! Следующий сниму до Вики. Ну вот, смотри, она спит, здесь видишь гнездо. Тут много у нее сена, она сухо, чисто. Вот, много. И закрыта, она молодец, не рвет, видишь? Двойной. Все, мы пошли гулять, а то она не дает мне стоит, видишь? Идем домой. А там прошел сторож. И она прям, знаешь, как прям Мария рвется, аж прям этот хозяина, что такое ощущение увидела. У Дамбо и Лашми все замечательно. У Лауры тоже. Вот посмотрите на видео, как Лаура отреагировала на мужчину, похожего, видимо, на ее хозяина. Ее предали, но она, тем не менее, будет еще долго ждать своего любимого хозяина.